Я понял, что жизнь равнодушна, как острые скалы. Я понял, что жизнь без нас не знает добра. И звезды остынут, и люди исчезнут. Сейчас слышно, нет звука. Конечно, нужно. Сейчас покажем. Привет, привет. Так. Господа полицейские, проверка документов. Сейчас Алексей достанет паспорт свой. И 20 минут поздравления. Там глаза закрываются. Да? Шест? В Перми никто не знает шест. Ну я не виноват, что никто не знает. Но это трудно. Прими, что куда поедете, да? Не, это Архангельская область. В Архангельскую область оттуда поедете, да? Сразу же, да? Ага. Все, понял, спасибо. Прямо с собаком. До свидания. Народу. Там мы разбираемся на 20. Да, нет, здесь, в принципе, тепло, не знаю, раз минус 5, наверное. Ну, нет, мы тут разместились. Нормально все здесь прошло. Мы встретили, да, тут есть друзья, которые вот подходили сюда. Поздороваться, пожать руку. Когда мы приехали в Уфу утром в 5 часов, и потом на машине уехали в Пермь. То есть товарищ нас увез, сам изъявил желание увезти нас, потому что мы собирались сюда. И отсюда поедем уже на Шиес. Вот на автобусе прям написано Пермь. Очень даже хорошо. Спасибо. Очень даже хорошо. По плакату. Здравствуйте, вот я ваша снегурочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сейчас колбасить, так что вообще красота будет, да. Ну, это просто сегодня такой пасмурный день, поэтому такое ощущение выдалось. Так вообще город очень такой красивый, когда мы проезжали на такси там, по городу. Такой, очень много таких старых красивых домов.
в такой интересной архитектуре. Вам уютно, хорошо, да? Ну а что, прекрасно. Говорят, пасмурно как-то здесь. Не, я скажу так, утром, я же рано встаю, я это подчеркиваю всегда. Я вышел, когда на улицу утром, и пошел маленький снежок, потом уже хлопья пошли. Было так тихо, свет такой горел повсюду над городом, и падали хлопья белые. Ну, Новый год настоящий был, красивый Новый год. Ну, теперь немножко вот индустрия, город, растоптали Новый год. Вот и Снегурочка у нас теперь появилась. Пресса местная. Сегодня мы здесь, потому что к нам приехал Дед Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз. Да, причем Дед Мороз, я могу сказать, что такой необычный, я бы так сказала, альтернативный, не из Великого Устюга, а из Тюмени. Нет, из Якутска. Ага, окей. Это я сам из Тюмени. Да. А Дед Мороз из Якутска. Якутска. На самом деле Дед Мороз у нас прекрасный журналист Александр Куров. Расскажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь, да, и о вашем пути немножечко и про Якутск, и про Тюмень. Пермь лежит на маршруте, она лежала сразу, когда я только вылетал в Якутск. Мы начали поздравлять в Якутске. Там целую неделю поздравляли, все первыми. Еще вы меня назвали альтернативным, да? Так вот, значит, тот другой, он какой-то, ну, официальный, да? Да. Официальный, государственный. Традиционный. Традиционный. А я что, не традиционный? Не. Вот, они был государственный Дед Мороз, еще не выехал тогда. А мы начали поздравлять 2 ноября в Якутске. Целую неделю поздравляли, вот там тоже перекрест. Ну не такие масштабы, Якутск, знаете, поменьше. Красивый город, но не такой, как Пермь, конечно. И наш путь лежал Якутск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Уфа. И вот Пермь. Сразу на маршруте. Теперь Архангельская область, Ярославль и Москва. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что вы летом шли вместе с шаманом из Якутска, который шел в Кремль изгонять демонов, да? Да, с 25 июля по 20 сентября я шел вместе с Александром Габушем в отряде за его тележкой и прошел собственными ногами более 600 километров. Он шел изгонять демона, а я шел поддерживать его идеи народовластия и многие другие, ну и в частности свободы. Расскажите, а сегодня, ну вообще, в принципе, вот этот поход Дед Морозовский, у вас какая цель? Вы придете в Москву и что там? Понимаете, когда меня назвали в отряде Дед Морозом, я вообще-то Дед Морозом уже последние, 10 лет я Дед Мороз. Я поздравляю в детских садиках, в храмах, детей-сирот и так далее, и так далее. Я Дед Мороз давнейший, но меня именно в отряде назвали Дедом Морозом. И поэтому у меня уже отдельная миссия поздравить из столицы, не только в городах вживую. Я сегодня буду поздравлять вживую, вот пикет закончится, я буду поздравлять вживую, но уже поздравить всех россиян. Понимаете, у нас как бы есть все, есть государственные, есть общественные, есть традиционные, есть нетрадиционные, но вот будет еще и нетрадиционное, негосударственное, общественное поздравление, народное поздравление народного Деда Мороза, российскому народу и всей планете, всем другим народам. Дедушка Мороз, я хочу сказать, что я этот год была хорошей девочкой, вела себя хорошо. И, значит, у меня такие пожелания. Честные выборы, гражданское общество, соблюдение конституционных прав и конфеты. У меня в мешке есть почти все, кроме честных выборов, соблюдения гражданских прав
еще чего-то там. Да, про Конституцию. И про Конституцию. Нет, Конституции, часть Конституции у меня даже в мешке есть. Но самое главное, что у меня есть конфетка. И, как Красный говорится, мак. это абсолютно случайно и вообще не подставлено. Красный мак, правда мои не знала. любимые конфеты в детстве. Спасибо. Только за то, что девочка вела себя хорошо. И хорошо, вела прямые фишки 50. Но от девочки надо стишок. Вот знаете ли она какие-нибудь стишки про елочку? Про елочку не помню, но помню про тундру. В недрах тундры выдру, в гетрах тырят ведра, ядра кедров, выдру гетры, выдру морду, ядра ведра, выдру в тундру. Хлоп. Это я обычно так разминаюсь перед тем, как вот начинать наши прямые эфиры. Но сегодня, да, немножечко вот здесь попало. Спасибо большое. Это самая лучшая встреча. Во всех городах, честно говоря, немного стеснялись журналисты. Вот первые журналисты, которые не стеснялись, были в Екатеринбурге. Это знакомовские журналисты, это Игорь там, как говорится, наш друг, он в отряд приезжал к нам, а мы знакомы давно. И вот второй город, где вот, такая снегу. Ё-моё! Дедушку колдуги. Скажите, как вы сейчас, вы так между делом говорили, что вы управляете на север, ШС. да? А почему К сожалению, вот я даже своим друзьям в Перми, вот всем, кто меня окружает, я говорю в ШС, они говорят, куда это, где это, что это? Ну, не знаю, видимо, в Перми как-то отдельно живут, в общем-то, от всего мира, немножечко не интересуются проблемами экологии нашего русского севера. Ну что, вы знаете, что это ШС? Да, там сейчас, я так понимаю, планируют строительство мусоросжигательного завода, и люди очень сильно протестуют, потому что, конечно, мусор надо как-то утилизировать, но сжигание мусора проблему, честно говоря, не Вы решает. действительно очень хорошая девушка. Потому что я занимаюсь проблемами ЖКХ и этой мусорной реформы уже почти год, знаю понял. все это дело. На самом деле, получается, что когда сжигаешь мусор, то меньше его становится примерно только на 2/3. Выделяется очень много канцерогенов, которые нужны специальные фильтры для того, чтобы все это не пускалось в воздух. Потом нужно где-то эти совершенно вредные и отравляющие остатки опять же захоранивать. То есть точно так же нужны те же самые полигоны. Поэтому мусоросжигание вообще не решает проблему экологии и мусора. Ее решает только переработка. А мусоросжигание это не переработка. Прекрасно. Даже я теперь немного одно ухо, дедовское, так это, чтобы знать кое-что от юных снегурочек. Да. Расскажите, я вот тут видела, по краю ходили сотрудники полиции, они к вам сегодня подходили уже, но сейчас они куда-то попрятались, видимо, уже послушали и все. Или смотрят наш стрим. Нет, и, в принципе, они не так попрятались, осуждают. они вот на месте. Они к нам подходят всегда. Ну, вообще-то это их работа. Так что, наверное, это хорошо, что все-таки они существуют. Не только Дед Мороз существует, но и они существуют. Подходят всегда, но начиная от Якутска, никаких, вот скажем, может быть, потому что образ Деда Мороза, он растопляет сердца даже самых холодных, мы еще в Челябинске были, суровых мужчин в Челябинске, да. И везде к нам было очень такое, скажем так, ровное, мягкое, вежливое отношение. В Перми к вам уже подходили, спрашивали там личность Дедушки Мороза. Конечно, что-то, проверка да. документов, все как положено. Но документы у нас в порядке, поэтому мы спокойно выходим и стоим. Ну что, давайте посмотрим. Люди, пока мы разговаривали, люди подходили, снимали все это дело на телефоны, рисовали, что происходит. Вот сейчас, так, у нас сколько получается времени 1:20. Примерно до 35 минут Дедушка Мороз планирует встречать вместе перекрестки с плакатом «Вся власть народу», а потом пойдет раздавать конфетку. Поэтому, если хотите получить конфетку от Деда Мороза, то, в общем, запасайтесь скороговорками или стишками и приходите в ближайшее время сюда.
можно будет пообщаться с человеком, который идет, вот, оказывается, в Москву. Ну, я так Плакат понимаю, что... будет свернут, плакат Да, будет без свернут. плаката, да. Вот. Я Да, буду да, просто Дедушка Мороз. Да, я бы хотела, как сказать, акцентировать внимание, что пикет Деда Мороза действительно одиночный. Мы здесь как сотрудники прессы, вот у меня в Снегурке есть пресс-карта, вот, поэтому никак нельзя сказать, что это какая-то там массовая несогласованная акция, нет, все по закону. Дедушка Мороз нас давайте, да, посмотрим, что вы пишете. Ну что, улыбаетесь с Новым годом, поздравляете, елочки ждете. Спасибо и вас тоже с Новым годом. Снегурочка, хорошая девочка. Дедушка Мороз, Вот наряд, который подходил, вот. Собачкой, собачкой. Вот. Да, это вот именно наши, как говорится, наши сотрудники. Сопровождение с собачкой. Не серый волк, а собачка. Ваш канал местный, да, как я понимаю? Да, у нас интернет-сайт, давайте разжмут. У нас интернет-сайт пермский 59.ru, и мы вот частенько ведем такие прямые трансляции с городских мероприятий. Вчера вот вели, например, трансляцию с митинга. Это был такой митинговый марафон. Вот, там какие-нибудь ЧП происходят или городские праздники, и мы обязательно на них работаем, все освещаем. Узнали про вашего Дедушку Мороза на самом деле, во-первых, от телеканала «Дождь». Вот, я увидела в новостях. И, конечно, мы заинтересовались, потому что если уж был в Екатеринбурге, то наверняка Пермь не должен объехать. Тут же спросили у наших тюменских коллег, у нас в Тюмени тоже наш сайт 72.ru, мы одна сеть. Вот, и очень рады, что повстречались, потому что, во-первых, это необычно, во-вторых, это такая интересная гражданская акция. Понимаете, уже такая ситуация, что Деды Морозы выходят на пикеты. Вот. С этим, наверное, надо что-то делать и как-то, наверное, власти подзадуматься, что уже что-то не то происходит. Да. Сделать выводы, Да, и сделать начать выводы. что-то менять в лучшее. Спасибо вам. Ну что ж, официальная часть заканчивается. Торжественно сворачивать плакат. Торжественным образом он сворачивается по определенной технологии. Здесь все, как говорится, продумано. Все продумано. Потому что впереди еще довольно большой длинный путь. Нет, ну он еще попутешествует с нами, как говорится. Но теперь уже немножко другая часть программы. Красный мешок и подарки. Ура, побежали. Пойдем брать красный. Да, можно и повеселиться, и про гражданское общество поговорить, и колпак красный надеть. Как я понимаю. Вот волшебный У мешочек. Дедушки Мороза тут спрашивают, почему мало снега. Почему мало снега? Я, честно говоря, не против. Вот. Наколдуйте нам, видимо, снежную зиму. Тут Так, позвонить. подождите, Дедушка Мороза кто-то спрашивает, да? Да, Снегурочка, видимо, ревнует. А. Пермская Снегурочка, наверное, да. Ладно, Игорь, потом будем о личном говорить, теперь о празднике. Наступающим Новым годом, жители Черги! Наступающим Новым годом! А Дедушку Морозу с наступающим Новым годом! Спасибо огромное, спасибо огромное. До свидания. До свидания. 31 декабря встретимся. Так, надо пополнять конфет. Маленький конфет. Смотрю, так технично.
наступающим Новым годом вас! Жители Перми, с наступающим Новым годом! Твердо А стоит выглядишь на 5. Молодец. Дима, вот давай помашем рукой наступающему Новому году. Давай, Дима. Вот давай помашем. Давай всем помашем рукой. И вот сюда, Дима, тоже помашем рукой всем жителям Перми. Поздравляю их с Новым годом. С Новым годом, жители Перми, с наступающим. Ой, Дедушка Мороз, Новым посмотрите, годом. какой Спасибо, Здравствуйте, Дима. здравствуйте. Не боитесь, Дедушка Мороз? Не боитесь? Ой, какие молодцы. Это подарок от Дедушки Мороза. Растите большими. А как зовут вас? Вика? Да, Вика, я желаю тебе, чтобы у тебя все получалось. Ты учится в первом классе? Еще не учится? Ну тогда не знаю даже, что пожелать. Тогда просто веселых игр, забав, чтобы мама чаще водила к елке, чтобы у вас здесь хоровод был веселый, на саночках. Катайтесь на чем-нибудь? Катайтесь? Вот, чтобы катались, чтобы было улыбок больше, чтобы Вика не всегда была такой серьезной. Вика умеет улыбаться? О, молодец! Вика умеет улыбаться! Ура! 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 Здравствуйте, с наступающим Новым годом! Какие замечательные девчушки! Какой зелененький, зелененький. Очень красиво. Здравствуйте. Не боитесь? Не боятся? Все хорошо? Поздравите с праздником. Давайте я Дедушка Мороз слушаю вам первый новогодний подарок. Не ожидали Дедушки встретить Мороза, да? Вот идете, а куда пошли сегодня? А, нет, а как не ожидали? Ну как, елка не Дедушка на елке нет. Да. Смотрите, малыш. Наступающим от девушки, с наступающим Новым. Ой-ой-ой-ой, малышечка напугался. Дело в том, что я громко говорю. О, я вас где-то видел. Наверное, где-то я видел. Наступающим Новым годом. Давайте привыкнем немножко. Побаиваете, да? Маленько, да. Ну, давайте. А не напугайте, я другой подарок. Вот молодец, решительно так раз. Спасибо, Евгений. Сейчас мы поздравим маму. Подходите. Только один день впереди, только один день. Дед Мороз приехал. Подходите. Подарки! Совершенно бесплатно! Подарки! Конечно! Как взрослый, там где взрослый, там и дети. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, мальчика, как тебя зовут? Так? Артем. В каком классе учимся? В шестом. Так, когда Артем, а ты последнюю был двойку хорошим получил? мальчиком? Артем, признавайся, двойку когда последнюю получил? Вообще не получил? Ну, молодец. Тогда действительно достойно Дедушки Мороза. И сестренка или... Одноклассница. Или просто одноклассница. Артем, ты молодец, Артем. А дедушка? Подарки! Подходите за подарками! Взрослые дети, подходите за подарками!
Не проходите мимо подарков. Один день в Перми.